Söyle desen söyleyin söz gerekende Kir göyle şerbe göz gerekende Tamaşa udenin savma kudaşa Tobalaganın töbünen Kazgaldım balık bıdı bödülün Nasıl kaldım sıvıt kasın kadar gözül koy Yaktamak kız bir gün Aba uzlar aba baktırına matayı duvayta Kımma nak Tobalaganın töbünen Kazgaldım balık bıdı bödülün Nasıl kaldım sıvıt kasın kadar gözül koy Yaktamak kız bir gün Aba uzlar aba baktırına matayı duvayta Kımma nak Важно, перепроверишь раз. Түсіндің ба? Дұрыс. Молодец. Ассаламу алейкум. Как дела у вас? Дела в суде. У нас работа. Видишь, молодежь обучаю. Амангелді Базарбаевич. Вот шеф подпись поставил. Вот вашей только не хватает. Что это такое? Что, кредит на меня оформляете, да? Нет, ага. Это бумаги на пенсию. Все, рахмет, ага. Вечером увидимся в офисе. Отметим. Допустим, у тебя электроприемник перегрузился. Пошло замыкание на землю. Возникает что? Сверхток. Это не всегда оказывает вредное воздействие. Это уже зависит от продолжительности и значения. О, а вот и он, наш уважаемый Амангельд Базарбаевич. Проходите, мы вас только ждем. Проходите. Ну что ж, сегодня мы собрались провести нашего уважаемого Амангельда Базарбаевича на пенсию. Амангельд Базарбаевич работал у нас на предприятии 35 лет. 37. Да, 37. За 37 лет он сделал очень много. Он обучил не одно поколение электриков. Благодаря вашей работе наше предприятие работает как часы. Амангельд Базарбаевич является хорошим примером для наших молодых специалистов, которые теперь будут исполнять его обязанности. За вашей спиной колоссальный жизненный опыт, долгие трудовые годы. Но пришло время уйти на пенсию. Но не каждый может смириться с такой мыслью, что утром не надо спешить на работу. Главным занятием у вас будет воспитание ваших внуков, а может и правнуков, обсуждение последних новостей у подъезда со своими сверстниками. И главное здесь, надо уйти вовремя. Дорогу молодым! Ну, а я вам желаю крепкого здоровья и счастливое время провести с пользой. Угу. По такому случаю разрешите подарить вам знаковый подарок от всего коллектива.
Следующее слово представляется нашему главному бухгалтеру Светлане Васильевне. С выходом на пенсию вам скучать нельзя. Жить желаю весело, с пользой для себя. Дней вам удивительных, полных доброты, ярких, удивительных, ярких. Ой, что-то разволновалась я. Не умею я так, как вы, Амангельды Базарбаевич. Это вы у нас шутник, весельчак. А мы теперь будем скучать по вашим шуткам, по историям вашим. Да ничего, ничего. Зато у нас, то есть у вас на предприятии нафталином пахнуть не будет. Ну, давайте поднимем бокалы за нашего уважаемого Амангельда Базарбаевича. Кто будет так шутить, как он? Помните, как шутил, да? Как мы все веселились? Ой, смеялись. А теперь все будет шутить. Ал, Аман аға, жақсы, Жарайсыз. сау болыңыз. Коробка сатып алу керек еді. Кинодағыдай болады. Аман. Тамағыңды ішіп болған соң, холодильникке сала сал. Жарай ма? Түсте жылытып іш. Матюкошқа айтсаң жылытып береді. Бүгін бізде жұмыста Сәуленің туған күні. Соны құттықтаймыз. Мен кештеу келем. Айтпақшы, сенбі күні қонақтар келеді. Есіңде ғой, ә? Ой, айтпақшы ма? Тізім жазып қойғам. Дүкеннен керек заттарды ала сал. Қаймақты ұмытып кеттім. Ұмытпай алшы. Мен кетейін.
Ассалам. Ай, пенсиядағы өмір қалай екен? Өзі қанша? Бір ай болды ма? 29. Маған әлі 4 жыл бар. Бірақ ешқандай желание жоқ қой. Ой, қой. Не? Пенсияда жақсы ғой. Бұрын мен түкке көрмейдім. үй жұмыс деп жүре беріппіз ғой. Қазір рақат, Құдайға шүкір. Дачама барып келем. Уақытта футболымды көрем. Немерелермен ойнайым. Уақыт деген жетеді. Аман Мадина тұрмысқа шығам демейін ме? Сен де ата болатын уақытың болды ғой. Қайдағы? Қайдағы күйеу? Компьютерге телміретті отырады. Біздің кезімізде қалай еді, техникумға түсесің, бітіресің, үйленесің, балалы, шағалы. Қазір балалар түсінбей ме? Ойларында не жүреді? Черт знает. Шақ. Қалай шақ? Қалай шақ деймін? Сенің ладьян қай жерде тұрды өзі? Мұнда тұрды мен. Сен өзі қалай ойымыз? Солай дұрыс. Так не могло быть шах. Қайда жүрсің? Қаймақ қайда? Қаймақ? Құрып кетсе қаймағыңмен бірге. Не, мен достармен кездесуге болмай ма? Неге сен мен саған отчет беруім керек, я? И так осы үйде күні бойы күзетші болып отырмын ғой. Надоело уже бәріңе. Аман, сен мүмкін жұмыс іздеп көрерсің, а? Қайдағы жұмыс? Значит, пенсионеров не берете, да? Угу. До свидания. В молодости говорили, без опыта не берем. Теперь опыт есть, пенсионеров не берем. Алло, здравствуйте. По объявлению. Электрик вам нужен? Да, стаж большой. 40 лет. Ну, как пенсионер? Да, пенсионер. Ага. Спасибо. Пап, қазір газетке никто ничего нормального размещать не будет. Все же в интернете. Өмір бойы нормально болды. Жұртты енді қалай не нормально болып қалды? Мен анау интернетін түсінбеймін. Да тут ничего сложного. Смотри, есть сайт, где можно сделать регистрацию, и люди сами будут тебя находить и предлагать работу. Это называется фриланс. Фриланс? Давай покажу. Все, регистрация завершена. Пап, смотри. Здесь можно смотреть, кто тебе писал. А тут отзывы о твоей работе. Так, здесь прейскурант, но цены можно потом поменять. Болды ма не? Да. Теперь осталось только ждать звонков. Так, ладно, пап, я пошла. Ладно. Удачи. Рахмет, қызым.
Алло? Ой, құсайын, сен бе? Қоя тұршы, мен бір звонок күтіп отырмын. Фриланс. Я, давай. Құсай, мен саған звондам. Здравствуйте. Да, электрик. Могу. Адрес скажите. Через минут 40 буду. Мам, куда этот старик уйдет? Тихо, доча, нельзя так говорить. Простите, неудобно так получилось. Да, это нормально. Вот, өткенде бір қызық жағдай болды. Заказға бардым, люстра құруға. Есікті бір әдемі керемет келіншек ашады. Қолыма светодиодный лента берді. Мынаны үйдің төбесіне былай жүргізіп, тура стенаға сердечко жазып қоймас. Күйеуіме сюрприз жасайым дейді. Мен бәрін істеп бердім. Енді кетейін жатқан кезде есік тарс-тарс ете алмас бар ма? Она говорит: ойбай, муж приехал. Давай не будем сюрприз портить. Сіз ана бөлмеге барып тығыла тұрыңыз дейді. Я же не буду портить людям сюрприз. Тығылдым. Бір кезде тыңдап жатырмын. Күйеу келді, есік ашылды. Әйел сюрприз деп айқайлады. Муж целует. Әрман қарата қызық басталдыра кетті. Мен ана бөлмеде бәрін естіп жатырмын ғой. Мен күтіп жатырмын. Маған енді басқа да заказға бару керек қой. Адамдар күтіп отыр. Қой, болмас дедім де. Жайлап есікті ашып шығып, есіктің алдына келмеймін ба? Тура есікті аша берген кезде телефон шар ете қалды. Ана екеуі тоқтады да маған қарады. Мен тұрады. Серьезно тұра қалдым да. Оплата на Каспий скиньте. Дедом. Вам куда скинуть? На Каспий же, да? Номер жены. Рахмет, Аман аға. Да, не за что. Рахмет. Оқасы жоқ. Алло? Да, электрик. Да. Адрес скажите. Ага, понял. Буду через 40 минут. Ага, ладно, спасибо. Ал, қызым, көрш. О, да будет свет. Я там временный переходник поставил, но долго его не хватит. Когда купите, позвоните. Хорошо, Я приеду Рахмет за аға. меню. Быстро все сделали, а то нам скоро открываться уже. Это у вас что, кафе, да? Нет, это стендап-клуб. Сколько мы вам должны? 3500. Стендап это что? Я просто в школе немецкий учил. Ну, это такой формат, куда люди приходят послушать комиков. Это как Петросян, да? Ну, типа, да. Если хотите, можете остаться, посмотреть. Можно, да? Да, можно. Уже что-то выбрали? Шай бар ма? Ага, какой? Есть с бергамотом, марокканский, ташкентский. Казахский. Хорошо. С молоком? Кәдімгі қара шай. Қазір келем. Добрый вечер, друзья! Добро пожаловать в наш стендап-клуб. Перед выходом первого комика я хочу рассказать вам о правилах нашего клуба.
Но они несложные. И, во-первых, не разговаривайте во время выступления комика. Это может помешать комику, зрителям, которые сидят рядом с вами, ну и вы сами ничего не услышите. Во-вторых, если у вас конченый смех, ну вы смеетесь как чайка, либо конь, то вы пришли именно по адресу, друзья. Ну что ж, если вы готовы, поприветствуйте нашего первого комика Медет Халибеков. Кому за 30, похлопайте, пожалуйста. Понятно, короче, понятно. Молодежь, молодежь. Че, сендерге шутка айтайын ба, әлде сразу батайте салайын ба? У меня жена собирает магнитики из разных стран, где мы отдыхали. Пока что на нашем холодильнике, кроме надписи LG, нихуя нет. А я вообще, на самом деле, такой парень, которого у меня вообще мало было отношений в жизни. Я настолько мало отношений был в жизни, что я только однажды видел грудь. Вот это там с мамой связано, все такое. Но мои родители очень стеснительные люди были, потому что они выросли в СССР, поэтому немного замкнутые, немного любовь друг к другу не очень-то проявляли. Но когда я вот 8 марта увидел, как папа дарит цветы маме, я такой, чё, блин, вы чё, встречаетесь? Понятно, такая вот реакция была. Потому что родители никогда не праздновали 8 марта. Это было странно, потому что они приготовили бешбармак. Заметили, казахи просто готовят бешбармак на любой праздник. Просто 8 марта, Новый год, кто-то умер, похуй, давай бешбармак сделаем просто. Короче, я не люблю причинять боль, вообще не люблю боль, но так случилось в жизни, что я мастер по шугарингу, чистая правда, да? Сидите, смотрите, наверное, думаете, сколько людей тебе пришлось отодрать, да, ради этой должности? Все нормально, мало. Меня все устраивает в моей работе, кроме того, что родственникам не говорю, где я работаю, да, особенно тетя. Просто прикиньте, да, ко мне придет на процедуру моя родная тетя Айгуля, разденется, ляжет, и я же увижу, какой цветочек сорвал дядя Хайрат. Отлично. Как настроение? Вечер понравился? Давайте поблагодарим наших комиков за сегодняшнее выступление, за то, что подняли на настроение. Ну а вам, дорогие друзья, тоже большой рахмет за то, что вы сегодня с нами. А также я напоминаю, что по вторникам у нас действует открытый микрофон. Каждый желающий может в нем принять участие. Ну что ж, спасибо и до скорых встреч в стендап-клубе «Желтоқсан». Сегодня выхожу на пенсию, я старый волк, новый друг. Ну чё, какие цели, я иду на 5-й круг. Жизнь любит пошутить, и я тот еще драматург. Я с женой 40 лет, у меня нету подруг. 40 лет на заводе выхожу, и я на взводе. Не прикалывают пирамиды, я видел Мавроди. Я пытался отдыхать, но я, видимо, не устал. Еще годы напротив, и я вроде бы не против. Я не знаю, чем занять старый мозг, но я молод. Мне судьба не прописывает стоп. Ищи повод, ищи гол, не пацан, меня нечему учить. Я уже давно слышал все эти приколы, там где вас научил, милый, я преподавал. Открытый микрофон, но для меня закрытый зал. Я не Бенни Мэй, и какое аниме. Это не штаны, ребята, это галифе. Это все не для меня, хотя мне хочется попробовать. Но кажется, система из меня сделала робота. Ладно, ну давайте ваш открытый микрофон. Я шучу, они молчат, не, походу это гон. Хорошо, давай еще раз, только в этот раз по-новому. Советы молодых из меня сделают готового. И может быть веселого, и старого сурового. На пенсии мне снесло голову. Воу-воу-воу. Ага, ага, никогда не поздно. Ага, ага, воу-воу-воу. Ага, ага, не, я серьезно. Ага, ага, воу-воу-воу. Ага, ага, не мешает возраст. Ага, ага, воу-воу-воу. Ага, ага, все очень просто. Пойми, воу-воу-воу. Ага, ага, никогда не поздно. Ага, ага, воу-воу-воу. Ага, ага, не, я серьезно. Ага, ага, воу-воу-воу. Ага, ага, не мешает возраст. Ага, ага, воу-воу-воу. Ага, ага, все очень просто. Пойми, никогда не поздно. Никогда не поздно. Никогда не поздно. Никогда не поздно.